Все дети Алагира смогут быть привиты от гепатита А. Уже сегодня в район из Москвы доставят 2000 вакцин. Еще 4000 решили приобрести сегодня на специальном заседании в правительстве республики. Временно исполняющий обязанности вице-премьера Вячеслав Битаров дал указ завести эти медикаменты. На это нужно порядка 3,5 миллионов рублей. За них вице-премьер поручился лично. Решили, чтобы иметь уверенность в завтрашний день, провакцинировать оставшихся 4000 детей, на которых не хватило этих вакцин. Поэтому мы решили сейчас же организовать доставку и обеспечить в ближайшее время, но это будет в течение дня-двух, я надеюсь, что в понедельник такая же работа поведется со всеми остальными. Сегодня же в район доставили необходимое количество бактериофагов. В первую очередь их должны принять работники больниц и социальной сферы. Между тем, Минздрав докладывает о некоторой стабилизации обстановки. Наметился спад количества инфицированных. Накануне в больнице доставили 48 человек. Половина из них – дети. Тяжелых случаев нет. Пока в лечебных учреждениях остаются около 200 пострадавших. Временный глава Минздрава Теймураз Ривазов подчеркнул, большинство из них уже можно выписывать, но врачи пока ждут результатов ряда анализов. Что нас сдерживает к выписке? Значит, прежде всего подтверждение БАК-анализа. Хотя по консультациям тоже с нашим главным инфекционистом, если пациент не относится к декретированному контингенту, то есть не задействован, допустим, на пищеблоке, в детских садах, то при наличии положительной клиники, отсутствия температуры, отсутствия жалоб, мы его можем выписать. Тем не менее, если у нас элемент, не хочу я сказать, что перестраховки, но тенденция такая, что выписывает вполне здорового человека. При этом больные еще могут поступать, считает Ривазов. Инкубационный период у норовируса до 7 дней, поэтому в ближайшие дни могут быть еще случаи отравления. В любом случае, все необходимые медикаменты есть. В район продолжают завозить и бутилированную воду. Свой груз в 20 тонн доставит и МЧС. Людей обеспечат и антибактериальными салфетками. Вирус передается через контакт, поэтому мыть руки особенно важно. В связи с массовым отравлением в нескольких населенных пунктах действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. До регионального его решили не расширять. В связи с тем, что случилось в Алагирском районе, как глава района я извиняюсь перед всеми больными, которые оказались в этой ситуации. В любом случае, власть ответственная, мы приносим свои извинения. Обеззараживание во всех источниках, поставляющих воду в Алагир, началось еще вчера. Хлорирование сейчас переходит на капельный метод. Уже завтра в районе ждут специалистов из Краснодара, которые должны помочь ликвидировать инфекцию. Представители Роспотребнадзора экстренно проверили все скважины. По предварительной информации вопросы вызывает только одна – вторая скважина южного водозабора. Только там анализы выявили бактерию. Причина ее появления пока не ясна. Один из вариантов – землетрясение, произошедшее 2 недели назад. Проверки будут продолжены. Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию постоянно. Кроме того, к концу месяца решено построить станцию обеззараживания воды. За ходом работ вице-премьер Вячеслав Битаров обещал следить лично. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.